Даур, приветствую вас. Хочу поблагодарить сразу за то, что вы согласились пообщаться с нами, ответить на наши вопросы. Этот цикл интервью мы посвящаем 30-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии и говорим об информационной войне, которую Абхазия тоже выиграла, как известно. Начнем, пожалуй, вот с того периода, с предвоенного периода, когда вы начали работать в телецентре, на абхазском телевидении. Да? Расскажите об этом периоде, какие у вас воспоминания остались, кадровый состав нас интересует, техническое оснащение на тот период, какое было у телевидения. Как это все осуществлялось, одним словом? Пожалуйста. Очень приятные воспоминания о этом периоде, особенно то, как я начал работать на абхазском телевидении. Ну, когда телевидение открывалось, в 1978 году я еще учился в Санкт-Петербурге, тогда еще Ленинград назывался, да? Я приехал в 1979 году, но тогда соответствующих штатных единиц не было на телевидении. Я начал работать в абхазском Госкино техническим руководителем районной кинофикации. Ну, правда, я проработал всего месяц и ушел в армию. Уже после армии, опять же, я ждал год. Я работал в университете, в лаборатории от СФТИ. Мы занимались проблемами там плазмы и так далее. Да, ну, в 1982 году я все же вернулся на абхазское телевидение. Что из себя тогда представляло абхазское телевидение? Естественно, это была гордость всего абхазского народа, и был сформирован уже коллектив. Ну, с технической точки зрения, конечно, все это еще достаточно было слабо развито. Ну, тот минимум необходимый для того, чтобы обеспечивать выход в эфир, имелось. Это передвижная телевизионная станция, которая была передана. Ну, правда, она уже была старенькая, исписанная. ППТС, что мы... Да, ППТС, который мы называли. Вот импровизированная студия, к которому было приспособлено одно из помещений на первом этаже. И при помощи этой передвижной станции осуществлялись видеозаписи с последующей выдачей в эфир в начале. А потом уже были и прямые эфиры. Но не в том, что с чего началось. Всегда большое дело начинается с малого. То есть, естественно, естественно, и были проблемы по обслуживанию. Но сейчас, видимо, очень сложно представить молодым людям, которые пользуются смартфонами, как это было 40 лет назад, 50 лет назад, что из себя представляла эта техника, какие технологии были вообще, как можно было это осуществлять. Сейчас то, что можно элементарно снять на телефон, для этого тогда нужно было огромный объем оборудования. Это аппаратный комплекс, камера, видеозаписывающая станция. Ну, в общем, это настолько всегда все только начиналось. И поэтому, и самое главное, что это нынешнее оборудование, оно выполнена на микрочипах, она не требует никакого обслуживания. В принципе, человек, который эксплуатирует или использует это оборудование, не обязательно должен знать, как это работает. Ну, не обязательно иметь даже техническое образование сегодня, наверное, больше, да? Техническое образование в данном случае на современный этап, если перевести, должны иметь те, которые это прогнозируют, планируют и тому подобное. А для того, чтобы просто сейчас пользоваться. Ну, сейчас тоже в современном этапе есть профессиональное оборудование, достаточно сложное, но такое мало используется в таких региональных студиях. Обеспечение было это собранные люди, состав был разный. У нас тогда это выглядело функционально таким образом. Это был цех телевидения радиотелецентра Грузии.
Сухумский цех Тбилисского радиотелецентра, грузинского радиотелецентра. Начальником цеха был Александр Качура, начальником участка был Черноморов Коля. То есть многие специалисты были, ну, так скажем, граждане Абхазии, но не абхазской национальности, но и были, конечно, молодые кадры, которые это начинали осваивать. В то время начальником участка на радиовещании Леонид Агарба работал, царство ему небесное, вы знаете. Также работали Тимур Кутиберия, бедный ему тоже царство небесное. Руслан Катси работал. Ну, работали ребята, да. Но это пока все это было начиналось. Ну, я в этот коллектив влился, начал заниматься, мне было поручено определенная часть оборудования, да, ну, проходилось много работы, честно скажу, потому что главной целью было, для меня это оказалось, что телевидение абхазское должно быть самодостаточным. То есть, чтобы мы могли сами его обслуживать, эксплуатировать, развивать, в нем разбираться. Я думаю, что это получилось, потому что за этот период, до 1992 года, нами было сделано большой объем работы, много ребят пришло, местных, которые встали рядом и работали. Мы расширили телевидение, создали вторую студию. Тот ПТС мы его сдемонтировали. Мы получили новую передвижную телевизионную станцию. Мы ездили на приемку, получали его в Шауляе сами самостоятельно. И уже в конце, в соответствии с указом Владислава Григорьевича Арценба о переходе всех органов, находящихся территориально в подчинении структурам Абхазии, был создан Абхазский радиотелецентр. В госкомпании, телерадиокомпании, это была хозрасчетная организация, Абхазский радиотелецентр. Леонид Владимирович стал директором, я стал главным инженером. То есть вышли из подчинения, вот как бы, да, из состава, да, и подчинения, и состава Тбилисского телецентра, Я хочу отметить, что, в принципе, Тбилисский телецентр не сопротивлялся. Не было такого, чтобы они какие-то препятствия в этом моменте ставили, потому что им тоже это было натяжно все время заниматься, это, во-первых, расстояние, и, во-вторых, в принципе, к тому времени мы уже были самодостаточны. Мы не только сами это все делали, они даже и у нас бывало что-то посмотрят, там, как это у нас организовано. Такое тоже имело место. Ну, и этот факт перед 1992 годом, конечно, сыграл большую роль, потому что мы потом столкнулись с тем, что у нас с началом войны появились большие проблемы. Вот мне стал интересен этот момент, что они как бы не сопротивлялись. Вот это интересно все же, потому что они же тоже подчинялись там тбилисскому руководству. Как им вот позволили так вас отпустить? Я не знаю, но они не сопротивлялись. Нет, это Леонид Владимирович поехал в Тбилиси, объяснил ситуацию, и они, в принципе... Ну, в общем-то, это было же сопротивление было бесполезно, это действие имело одностороннюю силу. Ну, правда, они как бы... Ну, попытаться они могли, но тоже не сделали. Механизмов-то не было, а что, как они, ну, они нам зарплату платили, перестали платить зарплату, к тому времени уже через несколько месяцев началась война. Возможно, они это вообще не успели осмыслить, уже началась война. Или, может, они вообще знали, что и ждали, что это сейчас решится военным путем, и нет необходимости в это ввязываться. Давайте поговорим вот о начале войны. Конечно, там, может быть, не в самый первый день, но в первые дни, скажем так, да, встал вопрос о эвакуации, конечно, да, центра. Ну, насколько это возможно? Вот как решался этот вопрос? Как вы перемещались в Гудауту?
Ну, начало войны – это был день ничего не предсказывающий. Мы занимались своими делами. Утром была заявка на проведение записи заседания парламента. Мы отправили туда технические средства необходимые, а сами занялись текущими делами. И я даже этот момент помню прекрасно. Киут Даур, тогда он был начальником телекомплекса, прибегает, говорит, он сопровождал выездную группу, которая поехала на запись в парламент. Прибегает, говорит, война началась. Ну вот, как я это помню. Ну, потом, знаете, как это все шло. Ну и уже после обеда начались обстрелы. И крышу здания обстреливали, мы находились там. На следующий день, ну, ночь провели мы на телевидении, естественно, на следующий день подняли вопрос, мы сами, о том, что нужно, ну, нет, вот я сейчас немножко со временем, но окончательное решение о эвакуации было принято после того, как покинули наши телевизионную вышку. У нас в этот день еще были перегоны на Россию. И, как обычно по регламенту, утром я связался с телевизионной станцией. Они говорят, что мы получили письмо от Минсвязи Грузии о том, чтобы дальнейшие все перегоны осуществлять только через Тбилиси, Ардон, и, то есть по Северокавказскому магистральному пути. На что мы сказали, что наше несогласие, и тогда с Абхазской гвардии ребята поднялись на телевизионную вышку, чтобы обеспечить безопасное осуществление этих перегонов. Власти Тбилиси предпринимают шаги, ведущие к информационной блокаде Абхазии. 15 числа поступила телефонограмма из Тбилиси такого содержания. Без ведома ТПУ-24 Русадзе. Никому выход на Москву не предоставлять. Подписал Русадзе. Ну, к тому времени уже и сообщение о том, что враг у Красного моста. И вот так оно все началось. Вот когда уже после этого мы осуществили все необходимое и фактически ночью 15-го, если вы помните о том, что встречались наше руководство с Китавани, с грузинской стороной. После этого, когда было принято разграничение, то есть наш как бы город остается в серой зоне, те отходят, это было, конечно, обманом, да. Но мы приняли решение утром уже об эвакуации. Ну, после определенных процедурных вопросов и согласования мы даже ходили в кабинет министров, Сергей Васильевич, Царство ему небесное, да, ну, нам было сказано, что мы уже не маленькие, сами принимайте решения, каких считаете нужным. Мы приняли решение об эвакуации. Ну, что можно было взять с собой все, что могло пригодиться для того, чтобы организовать вещание или осуществление перегонов, монтажа и тому подобное, все это оборудование мы взяли с собой, погрузили его на автобусы, свои передвижную станцию, и вспомогательный автобус, еще другой автобус, который ребята подогнали, и они выехали. Я, Даур, Киут, у нас была служебная 24-ка «Волга», погрузили туда монтажный стол бетакам и поехали домой ко мне, на старом поселке, в кинопрокате мы тогда жили. Мы ночью там остались, утром встали, разведали, это уже было 16-го. Или 16-го мы уехали, это утро было 17-го. Мы, увидев, что дорога открыта, мы
обратно погрузили все, что мы с собой взяли, и поехали в Гудауту. В Гудауту тоже вы приехали, надо же это было где-то размещать, да? То есть, я, насколько знаю, там у вас было 3 точки, да? Сперва в одном месте, потом в другом, и в итоге уже в здании детского сада вы оказались. В первую очередь мы приехали в Гудауту, в здание администрации города, там, где она располагалась, уже потом расположилась пресс-служба и тому подобное. Там нам выделили помещение, мы собрали монтажный стол, чтобы можно было обеспечивать, по крайней мере, какие-то перегоны. А далее начали мы, была большая работа, связанная с тем, какие коммуникации есть в Гудаутском районе. Ведь сейчас вы все понимаете, что обмен информацией можно через интернет, и для этого не нужны никакие технические средства, кроме собственного телефона и тому подобное. Это было время другое. Это не было ни интернета, и коммуникации были слабые, но советские коммуникации, еще которые сохранялись, эти магистрали проходили, естественно, что-то транзитом через Гудауту, а что-то она как-то заходила в Гудауту. Мы эти все вопросы изучали для того, чтобы обеспечить, восстановить в каком-то виде вещание теле. И самое главное, в первую очередь, стал вопрос радиовещания, потому что телевещание сложнее организовать, но в военное время важнее и радиовещание, для того, чтобы это было доступно большему количеству людей и тем людям, которые остались в оккупированных районах Чимчирского, Ткачальского района, и в то время и для тех, которые также остались и в Гаграх. Мы посовещались, распределили обязанности между собой, теми, кто мог заниматься. Мы еще привлекли ребят, которые регионально находились в Гудаутах, но имели отношение к радиосвязи, к телевидению. Это наши сотрудники по телерадиовещанию в Гудаутах. И это и частное телевидение, если вы помните, в Гудаутах-то был частный канал, который располагался на крыше гостиницы, да, которая сыграла немаловажное значение в этот период, потому что первое время, пока еще структурно все не было организовано, мы им записывали кассеты, передавали, они это вещали по городу Гудаута. Далее мы начали осваивать Пицунду. Мы поехали в Пицунду. Первое посещение было я, Руслан Хашиг, еще нас сопровождала там машина. Для того, чтобы понять, как далее осуществлять перегоны, ведь для того, чтобы, когда мы решили с Сухумской станции осуществить перегон материала на другие телекомпании, которые могли освещать события через первую, вторую или зарубежные каналы, это необходимо было обеспечить, пробить эту блокаду через Пицунскую магистраль. Мы приехали в Пицунду, там ребята были, конечно, они очень были лояльные, все это было понятно, но они имели запрет на то, чтобы, естественно, не пускать это. Ну, подчинялось это все Минсвязи Грузии, эти все коммуникации. Никто не препятствовал, наоборот, доброжелательно было, но сказали, что нас могут за это. Мы сказали, вы ничего не делайте, сядьте, я сам разберусь, что с этим работать. Ну, в течение полчаса полностью мы разобрались, подключились и смогли первый перегон осуществить. А когда, в какой период это было первый перегон, не помните? Это уже осень? Это было в августе, это может быть где-то, я не помню, с 18 по 20 число где-то, это сразу, на второй-третий день, да, конечно, вначале мы сразу, а как по-другому не было возможности эти осуществить, тем более была Гагра перекрыта,
корреспондент, который каким-то образом через Бомбору попадает к нам, он не мог с кассетой поехать в Сочи, чтобы перегнать Ири Адлер. Это было очень важно. Ну и потом у нас начались регулярные, естественно. Мы в день бывало 1-2 раза мы осуществляли эти перегоны через Пицунду. Ну, сами понимаете, что это не просто было расстояние, Пицунда далеко, в военное время новости, они актуальные, меняются каждый час, и очень много ресурсов, времени это уводило, и тем более, да и само вещание абхазского телевидения, чтобы большая аудитория была, необходимо было подать по старой схеме, по крайней мере. Ну, начали мы работать в эту сторону, особенно после освобождения Гагры, когда уже граница открылась, нам добавился еще аудитория гагринская, естественно, которой мы опять же начали уже на первом этапе кассету одну отвозить. Мы с Пицунды обеспечили вещание Пицунды и Гагра-Цандрипш по магистральной релейке. Мы одну кассету отвозили в Пицунду, другую кассету передавали в Гудаутах и обеспечивали вещание. Здесь надо отметить, что это ежедневная такая работа, правда же? Конечно, ежедневная работа была. Оставался... Восточная Абхазия оставалась, конечно, но единственным источником для них было то, что мы передавали для перегонов. Пока у них еще было электричество, свет, ну потом, правда, это все у них отключили, но они не смотрели, конечно, первую программу. Вот та вся информация, которую мы посылали на первую программу, это была доступна для жителей оккупированного района Абхазии, восточной части. Ну, параллельно вместе с этим мы начали заниматься радиовещанием. Знаете, радиовещание, особенно в части радиопередающих средств, проблема, с которой мы сами-то и не занимались, это относилось как бы к Минсвязи, вообще в Грузии. Радиопередающая станция была в Сухуми на Каштаке, вы знаете, да, на средневолновой и все, которая обслуживалась только Минсвязи в Грузии. Непосредственно мы с этим не сталкивались. Ну, однако вопрос начали изучать. И в конечном итоге мы пришли к тому, что с первых дней, вот, знаете, вот, очень положительную роль сыграло то, что мы накануне, перед войной, в 90-е годы, был заключен договор между Минсвязью Российской Федерации и Абхазской телерадиокомпанией о вещании на каналах и на вещании, если вы помните. Это средневолновая 100-киловаттная станция, которая располагалась в Краснодарском крае. Мы вообще на эти переговоры ездили с Дауром Киут. Хотя мы и не были первыми лицами телерадиокомпании, но в большей части, что это было связано с технической частью, нам помог организовать эту встречу. Был тогда, по-моему, фамилия его Хлебников была, это был один из замов технической дирекции телерадиокомпании России. Он свел нас с замом министра связи Российской Федерации с одним из замов, который занимался радиовещанием. В его рабочем дне 2 дня он посещал Останкино, а остальные дни он находился в Минсвязи России. Вот этот один день нам назвали, мы пришли к нему на прием. Человек оказался очень позитивный, доброжелательно относящийся к Абхазии. И в конечном итоге, да, был заключен договор на аренду этой станции 2 раза в неделю, по полчаса, по-моему. Да. Ну, вы представляете, вот сразу как мы приехали, сразу коммуникация по телефонной линии осуществлялась. В Гудаутах связисты помогли, выделили эти линии, и этим персонально занимался
Лёнягрба, то есть аккуратно каждый раз этот канал поднимался и осуществляли навещания. Но это канал уже по радио могли слушать не только жители Абхазии, но и в Турции, в Сирии, в Европе, то есть на Ближнем Востоке. То есть она в прорыве вот информационной блокады сыграла большую роль. Далее была работа, нам Минобороны передал один передатчик 5-киловаттный, кратковолновый, мы его переделали на вещательный стандарт, установили его в Приморске. Один передатчик, пицунские связисты, я вот имя забыл, его нет уже, Царство Небесное, он любитель, он был связистом военной части, передал передатчик тоже, это был киловаттный передатчик, который мы установили в Гудаутах. Долго мы эту антенну настраивали, в конечном итоге, в основном по средневолновым каналам эту радиостанцию слушала и Ткварчал, и ребята, которые сидели в окопах, и в Сухум. Но помимо этого нам еще хотели мы установить на мисс Пицунда, чтобы усилить вещание. Не было гарантии, мы устанавливаем передающую станцию, что она охватывает. Мы проводили свои расчеты ориентировочные, но однозначно сказать, вообще коротковолновая станция, она имеет свои особенности в зависимости от слоя температуры воздуха и тому подобное. Это все достаточно сложно и не гарантировано. Поэтому их должно быть больше для того, чтобы шанс, что тебя кто-то услышит, был максимально выше, чтобы был. Вот стояли морские пограничники российские в Пицундах. Там командир у них был очень лояльный человек, который поделился даже вооружением с пицунской группой. Вот мы к нему приехали, у него стояло 2 передатчика коротковолновых, киловаттных. Он говорит: я, ребята, дать вам не могу, они, во-первых, неисправны. Говорит, если сможете починить, здесь можете, пожалуйста. Мы приехали к Иудаурам, и я помню, мы днем приехали, когда он нам разрешил, мы зашли в эту аппаратную, мы до сутки там находились, мы из 2 станций одну починили ночью. Одну починили, выбрали ему антенну, сориентировали, куда мы его планировали. Теперь осталось подвести канал. Подвести канал нам помогли гагринские связисты. Они телефонную линию, она давала хазы, где-то не доходила 2,5 километра до этой части. Они линию, полевку проложили 2,5 километра. И в конечном итоге мы сделали, когда абхазское радиовещание выходит, чтобы сразу везде, по всем этим станциям шло. Мы уже начали наталкиваться на проблему с телевещанием. Радиовещание, ну, насколько это возможно было в то время сделать, мы его, да. А что по Гудаутской станции? Гудаутская станция, конечно, большое значение имела, знаете, вот Гудаут это тыл был уже, да, самое очень важно, насколько он информирован, насколько у этих людей он крепок, это тыл, для этого надо им постоянная информация. То есть эта станция должна работать круглосуточно. Мы установили спутниковую антенну, поймали радио BBC, и в свободное время, ну, знаете, мы же не могли круглые сутки вещать свое, а станция, которая то выходит, потом пропадает, его никто не слушает. Там, когда тебя нет твоего времени, вот как сейчас на абхазском телевидении там культура идет, там, допустим, да, ну, не пропадает же изображение, когда абхазское закончилось, и будет ждать человек, когда обратно включится, так не бывает. Вот. И мы туда пускали, через спутниковую антенну поймали радиостанции, и пускали
То BBC, то Радио Свободы, то еще что-то, такие каналы. Вот 27 числа, когда город брал это, с Русланом Катя приехали в Сухум для того, чтобы не допустить, по возможности повлиять на то, чтобы сохранить что-то в телевидении. Ну, еще это не было взято. Мы находились с группой, которая заходила в город, и уже в освобожденных домов люди входили. И вышел человек, которого мы хорошо знали, Грег бедный, он тоже нет уже с нами. Он начальником связи в МВД работал. Мы пообщались туда-сюда, что говорим, где грузины? А, говорит, вчера по Радио Свободе передали, говорит, что Шеварднадзе уехал, мол, покинул, и они, говорит, все как ломанулись, говорит, утром мы встали, говорит, никого в городе нет, все ушли. А это наша дезинформация была, но мы же все время пускали по Радио Свободу или BBC по своему каналу, а они не разобрались, они подумали, что это, раз BBC говорит, значит, это точно, и все. Ну вот это насколько вот влияние средства массовой информации, особенно вот такие периоды военных действий, это она колоссальная, его невозможно переоценить, невозможно, да. Ну, мы занялись, подошли к вопросу о том, чтобы мы вот уже переехали из Лыхны в Гудауту садик. И то, что у нас вот это все записывается, потом это крутится, это уже мешает. Мы находимся как бы на стационаре, и мы решили, там большой такой зал был, из него студию сделали, да, чтобы осуществить непосредственно выход оттуда. Ну, наверное, вы использовали такие, знаете, сподручные средства все-таки, да? Вот, а где их брать? Вот чтобы сделать студию, ну там же нужна какая-то некая изоляция и так далее. Да, это все тогда, в принципе, тогда тоже доставалось, но Гудаута не было в блокаде. Это все строительные части, это все сделали. Теперь мы хотим осуществить прямые выходы в эфир с этой студии, чтобы с кассетой не ездить в Пицунду и тому подобное. Для этого мы построили новую линию радиорелейную, собрав на подконтрольной территории то, что осталось, излишки, которые давно были демонтированы. Мы собрали радиорелейный ствол Пицунда-Сухум, но сама эта Сухум на гостинице заканчивалась, которая недостроена тогда была, сейчас, слава богу, его достроили. А оттуда до садика было не менее 2 километров. Мы проложили кабель. Знаете, вот, интернета нет, нужны справочные данные, ничего нет. Вот, Даургиут нашел справочник по электротехнически. Мы ездили по покинутым базам Российской Федерации, где у них стояли ракетные части, локаторы, и собрали оттуда коаксиальные кабели. Коаксиальные кабели мы набрали 3 километра, привезли их. Мы их спаяли, повесили от Гудауты до гостиницы, до садика. Мы имели час, ну там кое-какие технические подробности не буду говорить. У нас брали мы из Сухума с собой от радиорелейки. Мы хотели поднять эти 2 километра, но линк не поднялся, усиления не хватало. Тогда мы опять же посередине поставили усилитель, вынутый из какого-то оборудования соответствующего. Но в конечном итоге у нас это получилось. И мы могли с Гудаут садика выходить в прямой эфир. Мы могли с Гудаут садика осуществлять перегоны во все концы мира. А в какой-то период произошло? Вот когда? Примерно хотя бы. И это произошло уже после Нового года, потому что на Новый год мы еще ездили. Я еще помню, мы застряли, там снег выпал огромный, да, если помните, да. Да, это было после Нового года по весне. Это весной мы это уже сделали.
в военных условиях самым доступным средством массовой информации является радиовещание. И поэтому нам было вообще использовано в общей сложности 4 радиовещательные станции. Это одна станция вещала у нас с Гудаут непосредственно, другая станция вещала с Приморска, одна станция вещала с Пицунды и одна станция, которая вещала под Майкопом, там мощная станция средневолновая. Хотел бы отметить большой вклад, вот, когда во всей этой организации и в дальнейшее его управлении Василий Лазба, Царство ему небесное, он непосредственно занимался работой этих станций, особенно Гудаутская, которая по графику все время выходила. И он даже бывало, когда постоянно контролировал выходы творческого коллектива, чтобы без опоздания они и ежедневно вещали. Ну и также все время Приморскую станцию, все проблемы, которые возникали с этой станцией. Вы знаете момент, когда в сентябре сентябрьское наступление пошло, Российская Федерация объявила санкции, и они, в общем-то, блокада последовала, и последовало отключение электроэнергии. И мы все остались без электроэнергии. Ну, мы обеспечивали работу Гудаутской станции через дизель-генератор, но при этом слушателями остались только те, которые могли иметь переносные радиоприемники или рации. То есть в основном было рассчитано на самих участников боевых действий, которые в условиях окопа могли что-то услышать. А основное население было отключено. И в этот момент, если вы помните, было обращение Владислава Григорьевича, она была очень эмоциональная, и в общем, его равнодушно выслушать было очень сложно для человека, у которого течет абхазская кровь и кровь патриота. Мы получили эту кассету, Василий предложил такой вариант: давай, говорит, достанем колокол, я имею мощный усилитель и машинный проигрыватель магнитолу. Да, он достал где-то этот мой мощный усилитель дополнительный. Мы взяли колокол в Гудаутах и начали ездить по селам Гудаутского района. Были в Лабархах, в Гудзерхах, в Лыхнах. Просто было бы, оно было довольно далеко слышно, примерно до километра. Это достаточно мощный колокол был. Реакция людей, которые начинали слушать это обращение. Вот на следующий день буквально очереди выстроились перед штабом, те, которые рвались на фронт. Вот то, как вообще средства информации, агитации воздействуют на людей. И такое тоже имело место. Среди журналистов и не только вот ходит такая история о том, как раз вот весной 93-го было пиратство в эфире. Ну да, мы вынуждены были, материал, который не нами снятый, он уже транслировался. Правда, на наших территориях она не транслировалась, но это материал снятый, это про деятельность Эдуарда Шеварднадзе еще. Да. И он попал в руки журналиста, и мы его пустили в эфир в разрыв Первого канала по магистрали, которая шла на Тбилиси. Тогда, даже когда шли в первой половине боевых действий, это по крайней мере, до весны 93-го года, они пользовались каналами, которые шли через Пицунда, Сухум и дальше. А потом они переключили на резерв. Вот они смотрели программу «Время», она ушла на рекламу, и после рекламы началась эта передача. Так они его половину все посмотрели, начали созваниваться, пока они поняли,
что это на самом деле не идет по первой программе, уже большую часть люди смогли увидеть правду, открыть им, по крайней мере, глаза на то, кто возглавляет. Это был материал, разоблачавший Шеварднадзе. Шеварднадзе, да. Ну, вот знаете, на что больше хотел бы обратиться, вот внимание обратить, что вот что техническая служба, вот все ребята, которые были в Гудаутах, что творческий коллектив, журналисты, операторы, но все это работало как часы. Это и был залогом того, что нам удалось все же эту блокаду прервать, чтобы нас могли услышать. Это было очень важно. Это люди неосведомленные, может казаться, что а что там, вот главное там воевать, конечно, главное, но когда у того человека, который в окопе, у того человека, который идет в бой, и он уверен, что у него в тылу все в порядке, у него и вдохновение другое появляется, да, и население, которое находится в тылу, ведь они же и есть, которые и воюют, когда они уверены, что то дело, за которое они, их дети пошли в атаку, оно того стоило, и что есть у этого дела перспективы, чтобы не было пессимизма, вот, мол, все пропало, бежать надо, да? Или все напрасно. Или, мол, все напрасно, а наши дети гибнут напрасно, да. И поэтому, конечно, средства массовой информации во все времена должны играть свою роль. И в мирное время, и в военное, тем более время. Да и сейчас времена очень сложные. И поэтому, вот знаете, вот я что хочу отметить, чтобы мы должны уметь прогнозировать, что будет, если будет плохо. Потому что когда тогда стало плохо, вот сейчас никому, чтобы в обиду не было, кроме нас, вот, ну так прямо скажу, кроме абхазов, как сотрудников, по крайней мере, с нами выехало в Гудауту только 2 человека. Я сейчас не буду говорить, они сами знают, они очень патриоты и тому подобное. А это не из-за того, что не было пропаганды, из-за того, что вот, люди не чувствовали долг гражданский. Проблема же еще и в том, чтобы чтобы все узлы, средства коммуникации должны быть надежные, уверенные в том, что... А что мы, Сухумский радиотелецентр, вышку потеряли сразу, там не было, ни одного абхаза не было. Для того, чтобы мы этот перегон осуществили, нам пришлось поднять туда солдат с автоматами. Первые 2 дня, пока мы здесь в городе были. Знаете. Ну, обо всем этом, конечно, надо думать. Завершая, хочу, чтобы вы вспомнили коллег своих непосредственно вот по техническому цеху. Наши все ребята, которые, естественно, мы вместе работали, все так и продолжали работать. Мы очень четко разделили функции между ними. Каждый знал непосредственно, чем он занимается. Гена Смыр, Бесик Авицба, Руслан Надинба. Ну, многие ребята, ну, тогда и операторы были как бы нашими, но они относились к технической службе. Но они конкретно начали уже в журналистских группах работать. Мы по большой части их не контролировали. Мы, самое главное, был человек, который следит за съемочным оборудованием, приедут, скажут, что не так, это устранят, восстановят, подготовят эту съемочную группу, которая должна завтра выехать, чтобы она ни в чем не нуждалась, чтобы у нее все исправно работало. Ну, ребята творили чудеса, это сейчас сложно во всем этом говорить, но
все ребята. Да. Вот не упоминал Киута Дауры, Леонид Агарба, Царствие Небесное, Тимур Кутюберия. Ну, все выполняли все, что от них и ожидалось. Даур, а если вот говорить в количественном составе, вот примерно хотя бы сколько это человек, вот группа техническая, которая осуществляла вот такую сложную работу? Группа техническая небольшая была, наверное, человек 12-15 вместе со всеми, и водители были у нас, и ребята. Это было, знаете, это самый ответственный человек. Когда рабочую группу, съемочную группу посылаешь на съемки на фронт, тот человек, который их везет, это не просто водитель, он и их и охранник, и защитник, это человек, от которого зависит их безопасность, насколько он может принимать правильное решение, не струсит. Это все залог того, что они выполнят свою работу и вернутся живыми и здоровыми. Я, насколько знаю, не все вот из технической службы продолжили работу. Кто-то же и на фронт ушел, да? Да, ну, знаете, вот, на фронт ушли, конечно, не только... все начали рваться на фронт. Мы их останавливали, потому что, да, фронт это понятно, но... А мы что будем делать? Мы, бывало, что ездили туда и забирали обратно. Потому что мы не могли, как быть с этим. Ну, все равно очень многие ушли. Вот Даур Кутюберия убежал, не удержался под конец. Многие, Джаба бедный, убежал. Я его один раз возвращал один раз. Правда, второй раз не стал, потому что, знаете, вот, все бывает на свете. Вот я его вернул, через 3 дня послал, мы еще установили телевизионный передатчик в Ишерах. В Ишерах, где ресторан, и сзади ресторана там дом стоял, турок местный. На его крыше, с его согласия, естественно, антенну поставили, передатчик, и чтобы там сухум, как на ладони, чтобы хорошо освещалось. И вот с кассетой нужно было, это фактически был фронт, и ездил Джаба туда, и кассету. Вот он убежал после этого, мы его вернули, на второй день он поставил, слава Богу, что говорит, сигареты закончились, хотел говорит, пойти в ресторане, там сигареты, там же кормили солдат. Он туда к ним вышел, а с самолета ракетой как ударили, поэтому в щепки и дом, и наша станция район чудом остался жив. Но после этого я говорю, делай, что хочешь, потому что я чуть-чуть не убил человека. Как вот вы оцениваете вклад технической службы вот в это общее дело победы в информационной войне? Так же оцениваю, как и вклад творческой группы, и технической группы. Это одна группа. В принципе, одно без другого оно не может. Они все выполняли одно дело, они все ели с одного котелка, и на одних машинах ездили, жили под одной крышей в садике. Вот такого разделения не было. Это был один коллектив и очень сплоченный. И дай Бог, чтобы он таким всегда оставался. Наверное, главное еще то, что жили одной идеей, да? Ну, конечно, одной идея вот этой победы, и после победы, что Абхазия станет цветущей, буквально не пройдет и 5 лет, мы все это восстановим. Ну, к сожалению, это не так получилось. Ну, видимо, это не так на самом деле просто, хотя могло быть и лучше намного, я так думаю, но что-то пошло не так скажем. Ну, это и блокада, и тому подобное. Блокада, в первую очередь, больше всего это психологию людей испортила. Это вот 10-летняя блокада, она сыграла очень великую отрицательную роль. Спасибо за истории.